привязаны. У людей свои проблемы. Грузинского телевидения в Украине нет, есть только российское, кроме украинского. Да. И о событиях в Южной Осетии мы знали только в интерпретации российского телевидения. Что произошло в Южной Осетии 2 года назад? Надо понять, что такое Южная Осетия. Вот многие люди не понимают и до сих пор. Вот, допустим, сегодня что происходит в Южной Осетии. В прошлом году, или когда это было, в прошлом году, президент Медведев приехал с официальным визитом в Южную Осетию. Южная Осетия – это несколько горных сел, полностью опустошенных, где живет сегодня 6 тысяч людей, в основном очень преклонного возраста, которые не могут никуда выехать и разговаривают только по-осетински и по-грузински. Даже по-русски не умеют разговаривать. Это сельское население. 6 тысяч? 6 тысяч населения. И когда президент большой России с официальными визитами там устраивает маскарад там, с красными коровами, я представляю, я просто... Конечно, это моя страна и болезненно об этом думать, но, с другой стороны, даже немножко смешно подумать, что в его голове происходило, когда он приехал и действительно воочию увидел, куда его затащили, зачем его туда прислали. И надо понять, что это население всегда было интегрировано в Грузии. Они же такие же грузины, у нас Грузия очень разная страна, и моя фамилия южно-осетинская. И что произошло? Когда россияне готовились 3 года к этой войне, кстати, об этом Путин